والله لا يستحيي من الحق. Следующий хадис от Ибн Умара, радиаллаху та'аля анхума, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-хая миналь иман». Стеснительность от веры. Стеснительность, застенчивость от веры. Этот хадис привели оба имама, Бухари и Муслим. Что такое стеснительность? Что такое застенчивость? Это такое качество. Внутреннее качество у человека. Сказать, что это такое, то есть дать какое-то определение этому, сказать, стеснительность, это то-то и то-то, мы не можем. Почему? Потому что это такое внутреннее качество, абстрактное, которое определение ему дать невозможно. Его определение – это само это слово. Стеснительность – это стеснительность. Хорошо, человек сам знает, что это такое, по себе. Но мы можем дать определение этому качеству лишь по его проявлениям, по его плодам. Мы можем сказать, да, это такое качество, при котором что происходит с человеком? Это качество не дает человеку произносить разные постыдные слова, неблагородные слова, речи неблагородные, и делать какие-то вещи, за которые стыдно, которые порицаемые. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Алиману бидун ва саб'уна шу'аба». Иман, он имеет 70 с лишним проявлений. «А'ляха каулу ла иляха илляллах». Самое высокое – это слова «Ля иляха илlallah». «Вадна иматуту разани тарих». Самое минимальное – это убрать препятствия с дороги. «Валь хая шу'бату миналь иман». Застенчивость, стеснение – это одна из ветвей имана. Это прекрасное нравственное качество. Здесь в хадисе сказано «Хая миналь иман». Аль-хая, застенчивость – это из веры. Миналь иман, от веры. Вот это мин, она здесь какое значение имеет частица? Указывает на что? На часть, на деление имана на части. То есть это часть имана. Хорошо? Одно из проявлений имана. Теперь, братья, мы должны с вами знать, что стеснительность, застенчивость, она может быть у человека, как в отношении его Создателя, Аллаха Субхану ва Тааля, так в отношении творений. Что касается Создателя, ты должен стесняться Аллаха Субхану ва Тааля. В чем заключается это стеснение? Как мы сказали, если Аллах приказал тебе что-то, чтобы ты был там, где приказано тебе, выполнял приказы Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы ты не терялся, когда получаешь приказы от Аллаха. Как многие слышат приказ, и там, где приказ, там его нет. И наоборот, стеснительность заключается в том, что касается запретов, что тебя не должно быть там, где запрещено. Что-то запретил Аллах, тебя там не должно быть. Это твое стеснение по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, твоя стеснительность. Стесняющийся Аллаха человек, он все время ощущает наблюдение Аллаха за ним, взгляд Аллаха на него, что Аллах слышит и видит его. Посмотри на себя, есть ли у тебя это постоянное чувство контроля со стороны Аллаха Субхану ва Тааля или нет. Посмотрите, предшественники, они боялись даже, когда они были наедине с самими собой, никого не было, боялись ходить обнаженными, быть обнаженными. Почему? Потому что они стеснялись Аллаха Субхану ва Тааля, который смотрит на них. Хорошо. Вот это качество, благое качество. Если приказано тебе давать закат, а ты не выплачиваешь закат, это значит, ты не стесняешься Аллаха. Если тебе запрещено пить спиртное или прелюбодействовать, а ты прелюбодействуешь, или бросаешь взгляды запрещенные, значит, ты не стесняешься Аллаха Субхану ва Тааля. Как может стесняющийся Аллаха человек допускать, что Аллах видит тебя совершающим запрещенные вещи? Или наоборот, отказывающимся от приказанных Аллахом вещей? Что касается стеснительности в отношении творений, людей, то это в чем заключается? Это в благородном поведении. В благородном поведении. Ты должен учитывать, что вокруг тебя люди. Это значит, не делай таких вещей, которые считаются у людей постыдными, которые считаются неблагородными, которые считаются презренными. Это во всем. Как ты одеваешься? Должен учитывать ты это. Хорошо? Что ты говоришь, ты должен учитывать это. Как ты себя ведешь, ты должен учитывать это. Например, если у людей стыдно совершать громкую отрыжку, значит,
Ты не должен делать это, у тебя должно быть благородство, стеснение в этом плане. Хорошо? Или, например, громкий смех. Это стыдно, значит не нужно. Или громкий разговор где-то, это некрасиво, значит не нужно делать. То есть твое поведение должно быть благородное поведение. Хорошо? То же самое касается одежды. Если у тебя неопрятная одежда, бывают люди, которых не волнуют, что там, как приятно людям, неприятно и так далее. Это все входит в понятие стыда, на самом деле. Или то, как ты сидишь. Если ты сидишь напротив тебя человека, а ты выдвинул ноги вперед этого человека, по направлению к этому человеку, это указывает на что? Указывает на то, что не стыдно перед тем человеком. Возможно, хорошо, если у людей это считается порицаемым. Еще о чем важно упомянуть здесь, что иногда люди принимают за застенчивость, за стыд, за вот это похвальное нравственное качество, то, что к таковому не относится. О чем идет речь? Когда человек стесняется сказать истину, когда человек стесняется спросить об истине, когда человек стесняется защитить истину, когда человек стесняется призывать к истине, когда человек стесняется выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля или оставлять его запреты, потому что он стесняется людей. Можем ли мы сказать, что это застенчивость из имана, из веры? Нет. Нет. Стесняться истины – это не из имана. Это называется малодушие, это называется трусость. Хорошо? Но никак не стеснительность и застенчивость. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху ля ястахи миналь хак». Аллах не стесняется истины. Так верующие люди, они не боятся чего-то порицания, когда речь идет об истине. Посмотрите, сподвижники, Сулейм, женщина. Но возникла у нее проблема. Хорошо? Вопрос. Если женщина происходит у нее то же, что у мужчин во сне, полюции, когда происходит, у женщины происходит что-то такое. Как быть? И она спросила пророка, сказала: Аллах не стесняется истины, что делать в таком случае? Если бы не спросить про это, постесняться и не узнать про это, отказаться от знания из-за стыда, это не будет похвальная застенчивость. Наоборот, это порицаемо. Поэтому если человек стесняется слова истины, или стремления к истине, или поиск истины, стесняется этого, мы говорим: нет, это на самом деле не застенчивость. Некоторые люди говорят: как я сейчас спрошу этот вопрос? Такой простой вопрос. Если сейчас я его спрошу, мне стыдно спросить. Спрошу, скажу: что это за талиб аль-илм? Что это за искатель знания, который такие простые вопросы не знает и спрашивает. И человек стесняется спрашивать и не спрашивает. Похвально это застенчивость. От имана нет. На самом деле это трусость и малодушие. Хорошо? И в этом есть доля высокомерия даже. Человек, он должен стремиться к истине. Застенчивость, если может быть, есть у него эта трусость, нерешительность, может он через кого-то спросить. Хорошо. То есть он должен узнать это. Другой человек стесняется также спросить вопрос сложный, наоборот. Какой-то сложный вопрос, он говорит: сейчас я спрошу этот вопрос, люди скажут: смотри, вот специально такое чрезмерство у него в религии, хочет специально какое-то затруднение создать для шейха, поставить неловкое положение шейха с своим вопросом каким-то. И стесняется задать вопрос. Правильно это? Нет, то же самое, это неправильно. Если этот вопрос действительно важный для тебя вопрос, хорошо, вопрос полезный, тогда стесняться не нужно. Это не будет похвальная застенчивость. Каким образом? Да, застенчивость, она из веры, как застенчивость в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, так застенчивость в отношении творений. Но что касается стыда перед истиной, когда человек стыдится истины, то это, как мы сказали, малодушие, это порицаемо.